Боже нас упаси от агрессии. Я горжусь тем, что мои предки построили совершенные башни. Мы 5000 лет на этой земле живем. Кто имеет право лишать нас этой жизни? На какие жертвы вы пошли, чтобы эта республика образовалась? Не удалось присоединить пригородный район. А республика получилась. Это был предел? Нас считали неукротимыми. То есть мы свою свободу дорого продавали. Оспорить свое право на республику. Доказать руководству, что мы достойны быть республикой. Эту коляску в этом клипе увидели без малого больше 100 миллионов человек. Нужно, чтобы у нас было очень умное, патриотичное руководство. Какой вы представляете Ингушетию, скажем, через 30 лет? Мы должны гордиться тем, что надо гордиться, но ни в коем случае не надо кичлиться. Долги положи свой палец на парту. Каково это потерять ребенка? Как пережить потерю ребенка? Вот это и калта. Машаллах, да. Да, Маша долж. Амин, да, рясхо. Нах духа нахвей хожи болжи, нах из кретом хо болжи, белгу дах да, свои да ходе долж да, амяллы интервью эрсимехтл хугелш. Переходя на русский язык, я бы хотел начать с того, что в нашем обществе очень иногда бывает такое, что остро стоит вопрос обращения на «вы» или на «ты». В ингушском языке обращения на «вы» у нас нету, есть только «ха» – это «ты». Несмотря на то, что оно включает тоже уважение, что и обращение на «вы». Но, тем не менее, мы его не используем. И в общении с взрослым человеком как правильно будет обращаться? Вот сейчас дальнейшую беседу нам каким образом лучше вести? Лично мое мнение такое, что если мы будем говорить на русском языке, то нужно соблюдать русскую этику. Мое такое мнение. Вы. А если мы будем говорить на ингушском языке, то как всегда на ты. Это мое мнение. Ну, его можно и оспорить, правда. В рамках этого интервью мы будем обращаться, я к вам буду обращаться на «вы». И дополню обращение, я буду использовать «воти». Это наше уважительное отношение к старшему человеку. Первый вопрос я бы хотел начать немного с такого острого момента, на мой взгляд. Да, и момент, который нужно, я считаю, поднимать этот вопрос нужно. На сегодняшний день у нас с разных сторон бывают нападки, когда мы говорим о, я бы не сказал даже превосходстве, но можно и это слово употребить. Когда у нас есть чем гордиться, я имею в виду нашу историю, наши обычаи, быт и так далее и тому подобное. И некоторые люди из других регионов имеют привычку вырезать из какого-то интервью контекст и пытаться это высмеивать, чтобы мы сами как-то, может быть, даже стеснялись об этом в последующем говорить. Вот у меня вопрос. Какое можно дать наставление нашим людям, нашим ингушам, которые сталкиваются с такого рода нападками? Есть два слова, параллельные по значениям, не сходные. Это гордость и кичливость. Я считаю, что слова, сказанные о своем народе, о своей культуре, о своей истории в кичливом плане неприемлемо. Его он дает повод для высмеяния. Но если я говорю, что я горжусь тем, что мои предки построили совершенные башни, то высмеивает меня, он показывает свою глупость. Недавно был такого же рода интервью с Танзилой Чабиевой. И в ходе общения она сказала, что ингушский язык на сегодняшний день, его возраст составляет не менее 6000 лет. И опять же вот эти нарезки пошли, уже начали обсуждать на второй день, если не в тот же. И это так или иначе влияет на сознание наших людей, что позволяет в дальнейшем для некоторых стесняться, скажем так. И в этом вопросе я считаю так. Мы должны гордиться тем, что надо гордиться, но ни в коем случае не надо кичлиться.
Есть такая восточная пословица. Собака лает, караван идет. На этом, я думаю, мы даже можем поставить жирную точку. Я, да. Я пусть не сочтут, что я кого-то оскорбляю, но это пословица. И очень умная, и очень доходчивая. На сегодняшний день в нашем обществе очень много разделений. Я даже сейчас не говорю не про религиозные направления, я говорю в целом. Даже интересы могут быть настолько разные у людей, что они готовы за эти интересы. Это очень сильно пагубно влияет на дальнейшее взаимоотношения нашего общества. Что нужно сделать, по вашему мнению, для того, чтобы мы объединились в один целый кулак, на ваш взгляд? Мы совсем недавно обрели свою государственность. А народ, который не имеет государственности, он никогда не будет объединен. Никогда. Это с нами было несколько веков. У нас не было своего очага. А что такое государственность? Это такая чаша, в которой народ вкладывает все, что хорошее, что он созидает для своей жизни, для своей культуры, для своей истории. Все туда собирается. Мы вышли на старт, так как у нас сейчас какая-никакая же есть республика, а многие считают, что у нас слабая республика. Ни один народ, ни одна нация на земле сходу не создавала великие дела. Но постепенно, понемногу творят свои дела и укрепляют свою государственность. Нам для того, чтобы в том плане, чтобы народ был единый в национальном плане, нужно, чтобы у нас было очень умное, патриотичное руководство. Мы чуть поговорим попозже о том, что было раньше, что есть сейчас и что, возможно, по воле Всевышнего предвидится в будущем. Но говоря чуть-чуть конкретнее, скажем, про наше состояние на сегодняшний день, я бы хотел бы узнать ваше видение по поводу национальной идеи ингушского общества в широком понимании этого слова. В чем она заключается? На нашем знамени есть древний ингушский герб. Свастика трехгранная. Мохк, мот, ях. Вот в этих трех словах национальная идея ингушей. Мот, мохк, ях. Сохранение языка, сохранение своей родины, своей земли и сила духа нации. По-моему, мы не слабый народ. Ну, правильно ли будет, если я скажу, что перечисленные вот эти 3 пункта, они в целом должны быть как настройки по умолчанию в ингуше, который вот только он родился, в нем Да. оно должно быть. А вот если говорить про национальную идею в плане перспективы на 10, 20, 30 лет вперед, может быть, это какие-то политические вопросы, какие-то новшества в этом направлении. В чем оно может Если в этом заключаться? направлении, то народ должен настроиться на всеобщее настоящее образование. Это раз. Во-вторых, построение своего маленького очага, чтобы в этом очаге, то есть в своей республике, мы могли жить относительно безбедно. Развитие культуры, развитие образования, развитие
э, экономики. Очень важно. Вот у нас была такая группа музыкальная ЛКН, Лицо кавказской национальности. Еще в 2000-х, в начале 2000-х годов они пели песню «Банда в 500 тысяч ингушей». То есть нас на тот момент условно было 500 000 человек. Прошло 25 лет, если не больше, а нас по-прежнему примерно то же количество. Во всяком случае, по официальным данным. 515, 520, 525 тысяч. Именно жители Республики Ингушетия. Но мы знаем, что в Ингушетии живут не только ингуши, а и другие народности. То есть они тоже наполняют эту цифру. Как так может происходить, что 25 лет прошло? Я думаю, это манипулирует там в центре, где это подсчитывает. Специально понижают количество ингушей. В чем выгода? Но тут как, например, в центральных районах России прирост населения очень слабый. И на убыль идет. Отток большой. Да. Чтобы уравнять. А здесь, в республике, безусловно, народ пополняется. И очень активно пополняется. Так называемые русские патриоты занижают нашу цифру. Я так думаю. Я бы дальше хотел поговорить немного о Мусе Адалгиеве. Мой отец, с которым вы были ранее знакомы, его не стало в позапрошлом году. Да, где что-то. Аминь. Да, не знаю, Аминь. Вы в моменте, в периоде 30 и 40-летней давности вместе работали. Каково у вас на тот момент? Вообще, как произошло ваше знакомство? Я бы хотел с этого начать. В нашей семье тогда жил двоюродный брат Шамсадин. Он учился в школе. В Грозном он там, где в школе нам докулер. Вынужден был бежать. И он у нас учился в 9 классе в Кантышевской средней школе. А тогда в Давакиеве 8-летка была. В 9-10 классе учащиеся направлялись в Кантышевскую среднюю школу. У нас тогда классы были А, Б, В, Г даже. 9 А, 9 Б, В, Г тоже параллельно, и 10 тоже. Вот Муса и мой двоюродный брат Шамсадин оказались в одном классе. И с первого же дня между ними завязалось дружественное отношение. Они часто бывали у нас, а часто наш двоюродный брат Шамсадин бывал у вашего отца дома. И тем паче, что ваш дед Хаматан очень интересный, много знающий старик был. Хорошо знал народный фольклор, прекрасно владел нашей родной речью. Вот. Он специально направлялся туда, чтобы поговорить с вашим дедом Шамсадин. И вот эта дружба так завязалась, и 9-10 классы они вместе учились. И эта дружба превратилась в родство. Когда у вас свадьба или какое-нибудь торжество, дядина семья почти вся находилась в вашем дворе. И когда в Грозном у моего дяди что-нибудь такое, то там Долгиева было очень много во дворе. В общем, что башишь, что дух безишь, что мне это делать. Так, горло холодно, наха, я тей вшин тей некая. Что Муса, я
заметил, что это парень серьезный, вдумчивый и с твердым характером. Он однажды пришел, по диктату он получил -3. Он потом, они оба пришли и говорят, он говорит мне, что я должен сделать, чтобы эта позорная тройка у меня в диктате не было. Я ему помог усвоить 13 главных правил русской орфографии и пунктуации. И он быстро усвоил, и в следующий раз получил твердую 4. Он лучше всех писал диктант. Просто диктант раз. Синтаксиса ярхаши урок яраз Муса. Ахой Муса яраз. Зефитаж халыца. غلغة متتارة فوال خوهم خويا الفوال سيسرة حركش هل سيسرة حركش قاعدة شالها يخصص غاسك مثل اشتها знаки препинания. Да, таши придажи ухун Тургенев чахун синтаксис. Тургенев кейш хаита таши я сокит реал. Следующий диктант, он ни одну ошибку не сделал. Так, аз диктант дешал. Аз камялдай, шивар Муса вождаж. Муса за что? Так, мысли аз здесь شيوخ دخلوا كالنيس أكبر سياق صور مساوي مثل так юг следующий диктатор начал. Долги положи свой палец на парту. Да, хама ши дуцы церцевал. Ши ля церцевал хам дуцы Да, долги положи палец. Так егер зуравнян. Хатосен. Дайван Муса гасил хаясу. Я бы хотел отметить тоже по рассказу отца. Шамсудин умер, когда ему было 27 лет по болезни. И он мне рассказывал, что они были очень тепло общались друг с другом, очень близки были. Он его и называл лучшим другом. Еще стоит отметить, что разница между моим отцом и вами больше 15 лет. Даже около 18 лет, если я не ошибаюсь, да. Составляла. Наши отношения развивались еще во время Горбачевской революции, когда ингушский народ поднялся за создание своей республики. Муса был один из активнейших деятелей этого движения. Он делом помогал. В Назране, в его квартире был штаб, где все сходилось. И знаете, когда в вашей семье двухкомнатная квартира, когда в вашей семье дети маленькие, и нужно же кормить все это, и здесь человек 15 с утра до вечера находится, это очень тяжело. Но никогда не показывали, что их это тяготит. Ни он, ни его жена. Что до конца он стоял. Вообще, если когда-нибудь будут списки активнейших строителей Ингушской республики, то, безусловно, Далгиев Муса должен быть в этом списке.
Когда вы начали совместную работу, вообще он ученик, вы преподаватель. По окончании школы, потом он учился и в Грозненском университете. Как вообще сложилось начало вашей работы, скажем так, с таким большим, серьезным Мы просто продолжали. Муса почти, ну, не скажу, что ежедневно, но через день бывал у нас по 2-3 часа. Дизелхови Муса говорит, мы обсуждали ситуации на политической арене, все вместе. И все это скипелось и переросло в такое большое объединение. под названием Нисхо. Да. Вот когда началось вот это образование, оно осуществилось, у кого какая роль была? Я знаю, что, например, вы были условно лицом, а Муса имел второстепенную роль, он был условно за кадром, назовем это так. Почему именно вот так вот это распределилось? У кого какая роль была? Дело в том, что организация Нисхо была создана 5 сентября 1988 года. Нас было 6 человек вот в этой комнате. Только крыши тогда не было. Вот этой крыши не было. Просто шифер лежал, чтобы дождь не промокал. И мы сидели за какими-то ящиками. Нас было 6 человек. Тогда Мусы среди нас не было в тот день. Вот. И решили мы создать организацию Нисхо. Оспорить свое право на республику. Доказать руководству, что мы достойны быть республикой. Или уж эти. Я не скажу, что Муса был второстепенным. Муса и машину свою использовал, и свою квартиру использовал, и свою семью. Все, что в нем было в этот период, он посвятил своей республике. Мы тогда на главных и второстепенных даже не делились. Каждый из вас был главным. Каждый делал все, что мог, поправлял друг друга. Мы очень жарко спорили. Спорили не в смысле ругались, доказывали ту или иную точку зрения. Я бы хотел еще отметить одного человека, Руслана Кантышева, который доказал экономическую целесообразность существования Республики Ингушетия. Да. Один из этих экземпляров, из этих материалов у меня дома находится, и я об этом тоже достаточно недавно узнал. Ну, недавно, несколько лет назад я об этом узнал. Руслан Кантышев, односельчанин, тоже внес большой вклад в становление нашей республики. Муса захочет вклад из республики Израиля, от Израиля, Кадвания, Косом, Кордвабоис, Кордвабонша. Да, именно. Каждому приходится доказывать одно и то же. Тан минута шеквяли эшквяли хамхамзарбуз. На протяжении нескольких лет совместной работы и вообще в целом жизни вашего знакомства у вас были разногласия? Не было никогда. Ни по политическим вопросам? Не, абсолютно. В конце 80-х, когда и условно на политической арене появился Руслан Султанович Алышев, и в начале 90-х, когда он уже утвердился в статусе президента республики, какое взаимоотношение у вас было конкретно с Русланом? У меня с ним никаких отношений не было. Я помню, отец рассказывал, что они несколько раз встречались с Русланом. Приезжала делегация из Москвы, и отец встречал их,
Они Да, да. за столом Да. были совещания. Я не встречался. И после вот этого собрания Руслан несколько раз предлагал отцу Мусе быть в его команде. И отец, насколько мне это известно, отказывался из-за нежелания быть публичным человеком. Есть что-нибудь, какая-нибудь информация по этому поводу у вас? Я знаю, что Мусу он действительно привлекал Сыгбар Богой, Могаз Мовчалварие, Кядварие, Мерзаварие. Человека видно издалека. Человек с твердым характером, с твердыми убеждениями, несокрушимый. Конечно, для Аушева Руслана иметь такого человека в своей команде было очень даже желательно. Но я с Аушем Русланом никаких отношений не имел. Я не хочу сказать, что он плохой руководитель, туда-сюда, но просто я не имел с ним дела. На какие жертвы вы пошли тогда, чтобы эта республика образовалась? Каждый из вас. Какие риски были? 23 октября или 21 даже, в Чечне началась гражданская война. Чеченцы против чеченцев. И это очень пагубно. Самая страшная война – это гражданская война. У Ингушетии были две партии. НИСО – это организация простого народа. И оргкомитет партийная номенклатура создала свою организацию. И между нами произошла конфликтная ситуация. Разногласия. Дело уже доходило, однажды даже перешло до перестрелки, но, слава Аллаху, никто не был убит. Просто одного парня ранило, и все. Тогда мы, руководство ДИСО, вышли на открытую конференцию до райком Халметиди, Тишбеймбари. Вот на этой поляне мы в круг стали. Давай высказываться, что делать. На носу гражданская война. Уже готовится. Уже то бажашки есть, а то жашки есть. И мы решили наложить на НИСО мораторий, чтобы спасти народ от гражданской войны. Правда ли, что Муса предлагал привлекать средства массовой информации для тиражирования всей этой обстановки, но эта идея не была поддержана? Совершенно верно. Тогда очень тяжело было газету запустить. Сейчас вот интернет. Мы с тобой сидим, говорим, и завтра это все может быть уже в эфире. А тогда, чтобы маленькую газетерку, листовку выпустить, была очень большая проблема. Идея Муса не получила поддержки. Да. Поддержки. Но она была реализуема? У него была такая возможность? У нас была своя газета «Деймох». Мы там старались кое-что из его предложений печатать. Но это была двухстолетняя листовка. Это локальная, во всяком случае, была газета, не масштабная. Да. Но так или иначе, эта идея, она могла была бы быть реализованной, если бы поддержали со стороны его. Верно? У нас материальная поддержка была слабая. Мы все были из простых людей. А чтобы выпустить газету, богатый человек должен вложить деньги. Как раз в те года и в начале 90-х у Мусы и была хорошая финансово состоятельным он был человеком. И впоследствии предпринимательством занялся.
Какую роль финансовой поддержки, материальной поддержки он оказывал всему этому движению для того, чтобы эта республика начала свое существование? Муса помогал организовывать залы, где мы собираемся. А туда все залы старались, платные были. Муса организовал транспорт. Представьте себе, 200-300 человек надо отправить через час отсюда, с Липцовска. Ему это удавалось делать. И иногда даже после таких совещаний всех этих людей уводили в столовую. Из тех целей, которые вы тогда преследовали, помимо становления республики, и, естественно, это была не единственная цель, что не удалось сделать? Не удалось присоединить пригородный район. Мгм. А республика получилась. Раз мы затронули тему пригородного района, насколько актуально вообще сегодня говорить, что проявлять какую-то агрессию, когда мы говорим про пригородный район, в том плане, что пригородный район вернется в состав Республики Ингушетия там, какими-то определенными методами. Можно ли говорить о том, что это нужно, опять же, ссылаясь на историю Мусы, в информационном плане, в этом контексте? Я считаю, что ингушский народ, ингушская общественность, ингушские деятели национального движения сделали все, что можно сделать по закону. То есть большего... Это был предел? Я считаю, да. Но время Всё. меняется. Это было 30 лет назад с лишним. Но- Сегодня уже другая история. Это другое государство, условно, со своими Но новыми законами. Боже нас упаси от агрессии, потому что Москва с удовольствием обрушит на нас то, что обрушил на пригородный район в 1991 году в защиту осетин. Но мы должны выйти, я думаю, на международный уровень. Организация Объединенных Наций, я считаю, вот там. Муса часто об этом говорил, что он являлся фактически очевидцем первого выстрела в 1992 году, осенью. И говорил он это, что произошло это в связи с тем, что мы поддались на провокацию. Как вы считаете, поддались мы на провокацию или это все-таки как-то по-другому можно интерпретировать? То есть если бы мы проявили сдержанность в определенных вопросах, возможно, все было бы по-другому. Наши противники – организованная государственная машина. И против ее политики, против ее силы, против ее интеллекта стоять простым людям очень тяжело. Со своими политическими институтами и противостоять против голой правды очень трудно. Вот я и говорю о том, что раз против ингушского народа была сосредоточена большая сила, нужна была именно какая-то зацепка, чтобы начать военные действия в отношении ингушского народа. И вот в какой-то момент мы на эту провокацию поддались. Это есть, правда есть? Например, была убита, задавлена БТРом Гадебошева в пригородном районе. Девочка была подана. Ну, как не возмутиться таким фактом? А раз ты возмутился, значит, ты провокатор. Оценка у государства такая. Я хочу, кстати, отметить тот факт, что эта коляска, это знаменитая фотография, где позади стоит этот БТР, и лежит поваленная эта коляска детская. Эта коляска сейчас находится в мемориале памяти и славы в Назране, в музее. И при этом эта фотография тиражируется в клипах осетинских исполнителей, очень популярных, известных на весь мир, используя это в свою сторону. То есть
я говорю именно о том, что работать в информационном плане, как это делается, допустим, конкретно вот в этой ситуации. Эту коляску в этом клипе увидели без малого больше сотни миллионов человек. 100 миллионов человек на сегодняшний день просмотрели этот клип. Сколько человек ходит в музей в Назране? Я думаю, в год это будет до 5000 человек, наверное, из которых большая часть – это 23 февраля ежегодно. Я, говоря о том, что сдерживать эмоции и работать в информационном плане, имею в виду конкретно вот такие случаи. На сегодняшний день это реально нам сделать или нет? Но у нас очень горький опыт, и поэтому нам, вот наше поколение, сегодняшние люди, у них сдержанность есть. Я это тоже замечаю, если честно. А? Я это тоже замечаю. На Есть. сегодняшний день общество более сдержанно и более вдумчиво подходит Да. к тем или иным вопросам. Но вопрос о том, чтобы оставить свою землю навсегда, я думаю, ни в одном ингушском сердце этого нет. Тот, кто это забыл, тот не может назвать себя ингушом. Это было. Продолжая и завершая историю ваших взаимоотношений с Мусой, я бы хотел задать вопрос, как ваши пути разошлись? Почему я такой вопрос задаю? Вы не общались более 30 лет. С середины 90-х до 3 или 4-летней давности у вас не было между собой взаимоотношений. Муса, по-моему, был увлечен своими, как сказать, бизнесом, что ли. У меня к этому нет ни прилежания, ни умения, ни даже желания. Я просто сидел дома и писал книги. Ну, каких-либо конфронтаций между вами не было? Нет. Никаких разногласий не было? Абсолютно. Я думаю, Муса тоже не мог сказать, что между нами были какие-то... Каждый раз, когда он упоминал, даже больше, наверное, мы, сыновья, упоминали имя Исаак Адзоев, потому что мы чаще видим вас в интернете, в разных эфирах, интервью и так далее. Он всегда отзывался исключительно теплыми словами. И всегда говорил, что как я был у них дома, как вы ранее сказали, в статусе чуть ли не домочадца, так и Иса у нас в гостях был самым почетным гостем. Это всегда отмечалось. Это всегда отмечалось. Эта линия у нас до конца продолжалась. Спустя вот этот длительный период, в период пандемии, в интернете опубликовали новость, что у вас умерла дочь по болезни. Да. Я с этой новостью обратился к отцу. Я за свою жизнь, я не помню, чтобы я к нему вообще обращался. Сделать то или иное. У нас так и не принято. Здесь я обратился и сказал, что очень правильно будет, если ты поедешь на похороны и встретишься с Исой. Естественно, он, недолго думая, если по другому вопросу я ему сказал бы, нужно сделать то или иное, он бы отреагировал по-другому, зная его характер. Здесь же он сказал, что хорошо, что ты мне об этом сказал, обязательно я туда поеду, и, взяв с собой друга, они сюда приехали. Помните ли вы на тот день, может быть, у вас какая-то беседа была, какой-то диалог был? О чем вы говорили? О чем вы говорили? Или вы... Да, там, конечно, какие-то... Просто он очень любил Лейлу как сестру. Халама есть он разжевательность. Ему трудно было говорить. Мы просто сидели, переживали. Каково это потерять ребенка? Как пережить потерю ребенка? Да, об этом очень... Нет таких слов, которые передают чувство отца или матери, когда
они хоронят своих детей. Когда дети хоронят своих отцов и матерей, это понятно, закон жизни. Как Шекспир сказал, так создан мир, что жив, то умрет, и вслед за жизнью вечность отойдет. А когда детей хоронят, это большая трагедия. Çağdaki egert khas. Na haduq yezres. Мусай дух езер. Это не угасает в памяти. Не. Закрывая вот историю про отца, последний вопрос. Каким запомнился Муса? Когда я пишу свою книгу, то приблизительно знаю, какие герои там будут. И я представлял Мусу, он таким и был. Главное, Пунахви, Эзи Ворож, Дух Камянцедеш, Дилю Донж, Яхьорж, Камяши Ворож. Что Яшки Бауму, Хагариса Горс. Такой он у меня и остался. В памяти моей. Скоро мы с ним встретимся. Дай Аллах, чтобы мы все встретились в раю. То, что мы встретимся, мы на это рассчитываем. Да, но... Один вопрос касательно так называемой депортации. Я это слово не люблю. Это было изгнание. Это более глубокий смысл имеет это слово, на мой взгляд. Вот касательно этого изгнания в 1944 году ингушского народа в степи Казахстана. Почему это произошло? И была ли в ней наша вина? Возможно ли повторение? Если да, то как этого избежать? Почему она была? Причина в том, что когда завоевывали Кавказ, ставится вопрос. Кавказ без кавказцев. Вот эта программа без кавказцев осуществилась в XIX веке, когда мухаджиры уходили, огромными караванами уходили в Турцию, в Аравию. И уже в 40-х годах, во время войны, такие народы, как ингуши, чеченцы, балкарцы, карачаевцы, калмыки, чтобы очистить территорию. От Кавказа очистить от Кавказа. А если говорить про соседствующие республики, та же Осетия, Дагестан, кабардинцы, Но почему их это не коснулось? Они умеют жить с пришельцами. Умеют жить. Нас считали неукротимыми, невоспитуемым народом. То есть мы свою свободу дорого продавали. Мы были нежеланные жители Кавказа. Другой причины нет. Я говорю открыто и честно. Но чтобы понравилось руководству, тут некоторые историки смазывают. Мол, Сталин, Ленин, туда-сюда. Причина не в этом. Причина в том, что Кавказ без Кавказа. То есть это план выстроенный еще задолго? Да. Сперва одних, потом других. Нас выселили. Очередь была за Дагестаном. Очередь была за кабардинцами, за другими народами. Если я правильно понял, нашей конкретной вины в этом не было. Как иногда, да не иногда, опять же, те же, о которых мы говорили, которые пытаются насмехаться. Какая может быть вина у любого народа? Он живет на своей земле исторически. Мы 5000 лет на этой земле живем. Кто имеет право лишать нас этой жизни? Не нравится мы тебе, иди домой. Возможно ли повторение? Я, естественно, этого не вижу.
в моем сознании. Но тогда, наверное, тоже этого не видели. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Что вы цените в жизни больше, чем, по вашему мнению, не ценят другие? Ну, есть такие, которые оценка людей по моей шкале. Есть такие люди, есть. А есть противоположные. Я ценю людей, во-первых, искренность, правдивость, добропорядочность и чтобы человек был милосердным. Дин должен, что мусаму кулахиби жмется. Я бы хотел вас попросить дать несколько напутственных слов нашим зрителям, не только ингушской национальности. Нас смотрят люди других национальностей в том числе. Я желаю тем, кто будет нас смотреть или слушать, чтобы над ними было мирное, ясное небо. Во-первых, чтобы у них был хлеб, чтобы у них был свой двор, свой дом, чтобы люди не делились на хороших и плохих, на врагов и друзей, чтобы добрые отношения, я ценю, добрые отношения. Храните добрые отношения. Вот прошлое СССР, там было одно хорошее дело. В любом конце Советского Союза ты мог съехать с дороги, вытащить коврик, лечь возле своей машины, и тебе бояться не надо было. Такой какой-то все-таки люди дошли до какой-то, что все мы люди и все равны. Вот такой был. Все мы люди, все мы одинаковые, чувствуем добро и зло. Поэтому дай Бог, чтобы на земле царствовало добро. В заключении, какой вы представляете Ингушетию, скажем, через 30 лет? Я думаю, что Ингушетия через 30 лет, во-первых, будет, по меньшей мере, нас 3 миллиона. Наше государство будет крепнуть. Это я откуда вижу. Много патриотичных, образованных молодых людей, которые думают о судьбе своей страны. Каждый день. Вот хотя бы ту девушку, которую ты назвал. Танзила Чабиева. Да. Таких девушек и таких парней очень много. Они и на техническом уровне, и на идеологическом уровне работают, развиваются. Ученые есть очень глубинные ученые, копают очень глубоко. Я считаю, что нас ждет процветание. Хотя многие, наверное, будут смеяться с моих слов. Многие не ингуши. То, что те смеются, мы уже это обозначили. Пускай смеются, мы будем крепнуть. Я думаю, мы будем процветать. И я надеюсь, что наш родной язык сохранится и будет развиваться. Да, Леандали. Вот и Хондел Рясхол. Хадихра есть холора, ехаюайра, еха ейну ачберкати хайлы. Хадезил хошты ишмол, галайк аман ишмолха. Хотон везуч сагова, он махехта беркати вахар халтха, хадзар шара, ويغلغيق أمانة دال ишмолха. نجاحسن دهل وش حمديتي وي تهر يستخلر ده تر دق خاطرج ده وقدل
تحت بيحكم جيق يخلر بحند الله واتشو خندو يتهن قنال باخو دال ديرا دلي واش يسخلر ديزر دال يسخل أختها très histoire تنتخوتا ديزو خسن لينو حدا ملاش خانة أو حشوش ديني بيسني سندقاس تبغر البيت أوجش بيخ واخ مجبع اشتغلوش مخيلها دال ديز مارش ولتا حويش ديكت باريش ديكت دال يسخل ديار ديك نغوستي ديك زماغية ديال دولجور سك غوغاش تحور سديل دياج نخا غير تشوف موسى اشتوات نو دوغاشا جوف الدرجية جوف ديزي دشتي ديشي بيلتي كيش دولجور Да. Сатуши май қадам да, сюда удешь, Voilà. Да, я схож душ аура. موسى وجه سبوا وعليه البنت وشهادة خديها والله بيطلع صحن فتش يبقى تصحن دينش يا حي ونقصد شيء بدل ليش يتشبه ضغط لا بارو هو فوق آمن وقشني هو النسبة اللي تحولت شهادية يحاول أقول لك يعني يقول صوبة جاء طريقة هي يقول جاء طريقة سجل سياسة حيلنا يكون كل شيء يشغل قبل شيء يشغل مش حاول على حل تقدر تشغل صار خلاص حقك شيء ماشي شيء هو دائما دائما سياسة سياسة كل اللي قاعد يسوي فوق كل قاعد بعض يسوي في الصوان ده أبو بدل الحاجات إيش يعني يتمنى الظروف والسبب أكيد خلاص يوم شغال راس ثلاث اللي العاشي كبير هذا كان يقول إيش تموت يعني شيء الحال هذا شيء لا بالنسبة للنقص في كل شيء أصلا سو هذا مش عارف أفضل إيش يعني يقول شيء ما ليش شيء هو إصلاح يكسر كل عجب شيء يشتغل